في رضاك في رضاك كل آلام السجون كل ما فيها يهون في رضاك في رضاك بغية. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья и сестры. В эфире ваш брат Абу Юсуф и диаспора Заман. Сегодня мы хотели поделиться с нашими подписчиками очень хорошей новостью, а именно тем, что сирийские власти очень стремительно продвигаются в северо-восточном направлении Сирии и заняли практически полностью территории, которые ранее контролировались курдскими формированиями СДС. И там осталось буквально 2 или 3 крупных населенных пункта, вопрос по которым в ближайшие дни, я надеюсь, будет тоже решен. Иншаллах, будем просить Аллаха Субхану ва Тааля об этом в дуа у наших. И как вы знаете, на этих территориях находятся крупные лагеря, в которых содержатся женщины-мусульманки, которые раньше контролировались курдскими формированиями. Сегодня один из самых крупных этих лагерей, который называется Аль-Холь, как вы знаете, перешел под контроль сирийских войск, альхамдулилля. И, значит, сейчас идет согласование некоторых процедурных моментов, значит, переговорный процесс происходит. И мы очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем постепенно освобождать наших сестер, наших землячек, иншаллах. И мы от лица татаро-башкирской диаспоры Заман обращаемся ко всем неравнодушным братьям и сестрам для того, чтобы оказать посильную помощь и поддержку этим женщинам, этим нуждающимся женщинам. Им сейчас нужна, в первую очередь, конечно, как можете видеть, сейчас зима, и температура воздуха опускается ночью ниже 0 градусов, и очень холодно в Сирии. Вот, а они живут в палаточных, значит, строениях, в палаточных домах, поэтому им в первую очередь нужно, конечно же, отопление. Для этого нужны немалые средства. Потом им необходимо, значит, добротное питание, некоторая одежда и лекарства. А впоследствии нужны будут средства на их реабилитацию, обеспечить их медицинскими услугами и всевозможной поддержкой. Участвуйте в этом богоугодном деле, потому что награда за это очень большая. Я напоминаю, что на эти средства, на эти цели можно использовать даже средства заката, потому что освобождение пленных, потому что нуждающиеся и бедные. В большинстве случаев от этих женщин и детей отказались даже их родственники, поэтому им не к кому обратиться, кроме как к Аллаху в первую очередь, конечно же, а потом уже попросить помощи у нас. Мы, по милости Аллаха Субхану ва Тааля, находимся с некоторыми из этих женщин на связи и сможем передать ваши средства непосредственно им, пока они находятся все еще под охраной. Впоследствии они смогут, значит, из этих лагерей, мы очень надеемся, что выйти в ближайшее же время. Как я уже сказал, сейчас зима и самое холодное время года, и от этих суровых условий природы их отделяет буквально брезент, 1 или 2 слоя брезента этих палаток. И находиться в это время года в такой холод, когда около 0 градусов, и даже минус в таком помещении без отопления, без обогрева, это смерти подобно. Потом нужно, конечно же, хорошее питание, и в первую очередь дрова, хорошее питание и одежда. Для того, чтобы передать ваши средства, вы сможете получить реквизиты у меня в личных сообщениях, иншаллах. Также вы сейчас на экранах ваших видите мой контакт для того, чтобы со мной связаться. Участвуйте в этом богоугодном деле. Пусть Аллах Субхану ва Тааля запишет вашу награду очень большой, весомой, и даст ее увидеть на весах благих дел в судный день. Джазакум Аллаху хайран. Еще раз напоминаю, вы можете использовать средства заката здесь. Свяжитесь со мной, получите реквизиты. И как минимум мы просим от вас, чтобы вы делали дуа и просили у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы мы помогли в освобождении и реабилитации этих женщин и детей, потому что они наши сестры, мусульманки, альхамдулилля. Также хочу сказать, что татарок и башкирок там примерно находится около 10-12 семей. Сейчас количество их полностью детей и семей уточняется, иншаллах. Поэтому участвуйте, помогите нам. Пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет и вам тоже в ваших делах, так как сказано, что Аллах помогает и своему рабу, пока этот раб помогает нуждающимся и в его помощи мусульманам. Джазакум Аллаху хайран, участвуйте в благих делах.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш брат Абу Юсуф и диаспора Заман. جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه